С 7 утра в Татарстане были обработаны 100% избирательных бюллетеней. Население впервые выбирало президента страны на протяжении 3 дней. И самым активным оказался первый. Тогда свои голоса отдали 40% избирателей. Добрый день, рад вас всех приветствовать на 42-м заседании Центральной избирательной комиссии. В Центр избиркоме Татарстана подчеркивают, это была важнейшая избирательная кампания за последние 30 лет. Непростая, но достойно отработанная на каждом уровне, отмечает Андрей Кондратьев. В Татарстане 2 480 516 избирателей. Правом голоса воспользовались почти 85%. На предыдущих выборах президента России в 2018-м явка была 77%. Несмотря на все давление, избирательная кампания в Татарстане прошла организованно в соответствии с требованиями закона и завершилась без происшествий. Я это подчеркиваю. С особой тщательностью отрабатывались вопросы легитимности, открытости избирательных процессов. Первые итоги убеждают в успешной работе по организационной и материально-технической подготовке к выборам, эффективности всех информационных проектов, которые были применены в рамках настоящей избирательной кампании. За Владимира Путина в Татарстане проголосовали 88,74% избирателей. На втором месте Николай Харитонов, у него 4,83% голосов. Леонид Слуцкий набрал 3,93%. У Владислава Дованкова 1,53% голосов. Сегодня комиссия Центра избиркома утвердила эти цифры. Наша страна в непростых условиях проводит эту избирательную кампанию. СВО, информационно-политическое противостояние с Западом, незаконные санкции, экономическое давление, несмотря на все угрозы, предварительные итоги говорят о небывалом единении и уверенности в лучшем будущем великой России. Избирательную активность показали города и районы Татарстана. В топ-10 вошли Бавлинский, Тюлечинский, Апастовский, Отнинский, Балтасинский, Кайбецкий, Ютазинский, Алькеевский, Рыбно-Слободский, Сармановский районы. Рекордная явка и в Казани. Почти 73% избирателей воспользовались правом голоса. Большинство за действующего президента страны Владимира Путина. Это почти 86% избирателей. Каких-то серьезных инцидентов на избирательных участках не зафиксировано. Многие шли целыми семьями. Это на самом деле был праздник. Как и гласил наш призыв всей семьей на выборы. Более 20 тысяч фотографий было сделано с участков и разместили в социальной сети «Казанские семьи». В Нижнекамске явка составила 85,8%. По району еще выше, почти 95%. Рамиль Мулин отметил, выборы прошли без нарушений и замечаний от наблюдателей. Эти выборы были достаточно специфичные. Во-первых, это были в течение 3 дней эти выборы. Это требовало серьезную работу избирательной кампании. Несмотря на все сложности и риски каких-то акций, в городе и в районе выборы прошли спокойно. Выборы прошли в штатном режиме, отметил председатель республиканского ЦИК. За 3 дня поступило 37 письменных обращений. В основном они касались некорректного отображения адресов участков на портале госуслуг. Несмотря на антироссийскую истерию, к нам приехали наблюдатели не только из дружественных государств, но и стран дальнего зарубежья. Индонезия, Танзания, Бангладеш, Испания, Доминиканская республика, Гватемала. Все экраны, все камеры выведены, видеоконтроль весь выведен, да, и там тут же по инцидентам принимаются экспертные заключения, обсуждается, как реагировать на тот или иной инцидент. Андрей Кондратьев отметил, активность татарстанцев – это главный признак единения. Осенью нас ждут очередные выборы депутатов Госсовета. Алия Хайрудинова, Андрей Ключников, ТНВ, Казань.